bir xo'jabikaning o'z siri, o'z liniyasi. Garmoniyada bo'l. Yoqtiliqqa umtil. Palitra bilan o'yna. Yangilik izla. O'z liniyangni sayla. Traditsiyalarni saqla. Ko'kmara, ishonchli, sifatli, yoqti, turli tusli. Vaqt bilan sinalgan sovut saba. И всем хурматные дуслар, здравствуйте! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня с нами готовит народный артист Республики Татарстан, певец Фердинанд Саляхов. Каршала, мы встречаем, дорогие друзья! И сами Фердинанд. Хайрликан. Вот я принес свои диски, выпущенные недавно, только это видео и аудио. Тут все мои произведения, все мое творчество и все мои зрители. Все тут можно посмотреть. Фердинанд Саляхов, певец, народный артист Республики Татарстан. Родился 15 сентября 1955 года в поселке Апастово, Республики Татарстан. Окончил Казанскую государственную консерваторию. Свою профессиональную деятельность начал в составе филармонической бригады Риммы Ибрагимовой. Некоторое время свою певческую деятельность совмещал с работой на телевидении в программах «Кин Күңел», «Турден Узагас», «Кара Каршы». Фердинанд Саляхов – лауреат и стипендиант многочисленных всероссийских и международных конкурсов. В последнее время часто выступает в дуэте с молодым певцом Яромиром. Расскажите, пожалуйста, с каким рецептом к нам пришли? Знаешь, Руслан, я пришел сегодня обыкновенный, никого не хочу удивить. Это уже распространенное такое блюдо. Называется татарша ялкау пельмени, потому что татары любят очень мучного, мясного, сытного. А у меня сидеть вот это, крутить, вертеть, у меня времени нет. Ленивые пельмени ялкау пельмени по рецепту Фердинанда Саляхова. Первоначально нам нужен фарш. Это говяжий фарш, лук. Вот сейчас, родной мой, сейчас... Первое задание. Это лук. Я когда вел передачу свои, я старался любым путями с этими делами, что мы здесь слюнями этими не мучиться. И этому главному виновнику... Лук всегда резали не вы. Да. Мелко, да? Мелко. И я вот начинаю этот перец тоже чистить. Фердинанд, вы уже упомянули, что вы тоже, кстати, вели кулинарную программу. Мы с вами коллеги. Да. Многие вас помнят не только как популярного вокалиста, но и человека, который готовил, 2 года точно шла программа же, да, где-то? Да. Как она называлась, вот кулинарная программа ваша? Кин Күңел. Кин Күңел. Да. Широкая душа. Да. Я вообще-то вел 3 программы. Кин Күңел, Турден Узагас, Кара Каршы. Они, каждый из них по 2 года почти шли. Итого у меня получается 6 лет телевизионного стажа. Меня на телевидение привела Гульнар Зиннатуллина. Она, будучи журналистом детской редакции, приходила на мой концерт, она увидела, услышала, как я веду, как я разговариваю, как я стихи читаю на концертах своих. Это делать я умею и люблю. Но она Тауфик Камальевич привела ко мне, вот, говорит, я хочу такую программу открыть, вот с ним передачу вести. Тауфик Камальевич посмотрел на меня, а с ним можно. И все, дал добро. Да, это был, да. Пошло-поехало. Руслан, нужна будет посуда. У нас телевизионная семья большая, мяса много, и перемешать надо будет более... Да, все хорошо. Давайте вот так я сделаю. Перчик. Да, перчик. Я еще одну накрошу, потому что лук побольше надо. Вот у меня 2-я порция перца готова. Вполне достаточно. Мне еще 1 помидорчик для сока, потому что мясо не совсем жирное. Мясо, чтобы было более сочным, да, немножко мы вот добавим. Так, все это мы делаем для того, чтобы потом смешать с фаршем, правильно я понимаю? Перемешаем. Начиночка. Как ты соображаешься сходу? Какой ты молодец. Фердинанд, кстати, вы так хорошо справляетесь, я смотрю, с овощами. И перец ровно порезали, даже лучше, чем я. Да, это все-таки говорит о том, что вы 2 года вели кулинарную программу, или вас мама научила готовить так вкусно? Нет, красиво? Мама к этому вообще не научила. У меня мама была вообще не любительница. Ей не до этого было. У нас в семье бабушка готовила, потому что мы рано остались без отца, и мама была вместо отца уже все хозяйство, все это. Она была добытчицей, а бабушка готовила. А потом уже, когда мне было 13 лет, и мы остались 3 брата и бабушка. Я был самым старшим. Я учился уже
в соседней деревне, в районном центре. И мне приходилось за отца, за мать. И готовил я, и доил я, и топил я, и стирал я. Вот видите, друзья, вот видите, вот он настоящий мужик. Да. И доит, и стирает. 13 лет уже я остался за отца, за мать. А любовь к музыке, вот, Фердинанд, кто вам привил? Любовь к музыке мне же самим Богом. Сколько себя помню, я все время пел. Да я даже ради того, чтобы научиться петь, и у меня у родной сестры тетрадь была с песенник. Так, давайте я перемешиваю. Вот соль, перчик. Да, соль. Вы контролируете. Потом руками залезешь. Так. И вот, чтобы научиться, чтобы иметь вот такую тетрадку, я до школы научился писать и читать. А в школу пришел уже, там сидят все. Мне неинтересно, я ору, кричу. Будучи уже артистом, я приезжал в свою родную деревню, мой сольный концерт, и моя первая учительница вышла на сцену, она с дрожащими руками, с цветами, и рассказывает мне. Я сколько линеек перебила, говорит, по его голове, чтобы он молчал. А какая песня вот была любимая в детстве? Можете вспомнить? А вот первая песня, это я всю жизнь помню, по рассказам моих учителей только. Я в первый класс пришел, оказывается, и когда учительница спрашивала, кто что умеет, кто стихи, кто, а я петь умею. А что ты? Знаете, что я спел? Тогда не какую-нибудь, а классическую «Уракшыкыс» народную песню. «Аюран салырин башына, тайгаридарирен». Вот эту песню. До сих пор я эту песню очень люблю. Она, видимо, откуда-то услышала. Наверняка от бабушек, от своих. Фарш у нас готов. Да, слава богу. Мы его пока убираем в стороночку. Отложить чуть в сторонку. Нам сейчас надо будет тесто. Делать тесто. Куна тактасы? Да, куна. Опа. Тесто – это очень ответственный момент в каждом блюде. Поэтому здесь полностью все на вас. Соль. Это фантик конфетки. Так. Яйца здесь есть. Что еще нужно? Еще блюдце. Вот. И вода. Налей, пожалуйста, мне. Давай. На глаз? Не бойся. Да, наливай. Все, хватит. Все. Теперь туда. Так. Одно яйцо. Соль. Сделаем в тесто обыкновенное. Так. Фердинанд, скажите, пожалуйста, нашим зрителям интересный момент. Вы в школе пели, учились на отлично. Да. И вместо того, чтобы сразу пойти, например, поступить в консерваторию, и взяли, пошли учиться на медика. Где связь, где логика? Меня направили в Казань. Я правильный активист, там школьные дела, с пионервожатым в Казань направили. И у меня был дальний родственник, я не буду фамилию называть, вокалист. Моя тетка сказала, вот в Казань поедет, прослушайте, пожалуйста, в этом году заканчивает школу, учится хорошо, хочет петь, можно ли его, так, ложечку мне, пожалуйста, положите сюда. Ну, ты какой-то хороший помощник. Так, да, правильный. И он прослушал, я, естественно, не знаю, как пропел все это. Потом он мне говорит, голоса нет и быть не может. Как уж? Даже и не думай. Я тут в школе народный артист СССР, а тут голоса нет. Ну, вот так. А куда пойти? Так, сельхозинститут, экономический. Медицинский. 5 вузов в Казани. И все. Я пошел в один из них. Руслан, давай я пока тесто готовлю. Вот режь, пожалуйста, лук соломкой. Опять лук? Ну, издеваетесь? Один лук остался. Там чуть-чуть уже остался. Уже. Один лук и помидор. Всю соломкой. Это мы будем жарить. Потом будем обжаривать? Да. Чуть-чуть обжаривать, понял. Так. Ну, вот закончили медицинский университет. Не закончил, я убежал. Не закончили? Нет, я убежал. Вы что, я в армию уехал. То есть вы еще и в армии служили? Да, служил я в армии, отбарабанил. В 77-м я демобилизовался, приехал в Казань. Сразу я в солдатской форме пришел в консерваторию с помощью народного артиста Нины Благалеева. Солдатская форма на мне была, в его пиджаках, который на 5 размеров больше меня. Я пришел, спел, прослушал Незбят Жиганов, прослушал, и я, оказывается, там уже дал команду, этот красивый мальчик должен быть нашим студентом. Ну вот, я стал так в 1977 году студентом Казанской государственной консерватории. И вот там я учился очень долго, потому что я заболел.
меня мой педагог спасла, по врачам водила, отправила в Москву на операцию. Операция прошла у меня успешно, хотя говорили, петь никогда не будет, говорить ничего не будет. Но был еще такой врач, кандидат меднаук, Флор Гаевна Тагирова, фониатор. Их было всего в Советском Союзе 3. И вот она сказала, он будет петь. И тогда оперирующий хирург мне сказал, если этот человек, пациент они говорят уже, если этот пациент запоет, это будет Мересьев в вокале. У меня так получилось. Я так все-таки запел. Дорогие друзья, вы по-прежнему смотрите программу «Секреты татарской кухни». И в гостях у нас сегодня Фердинанд Саляхов. Да. Фердинанд, готовим-то мы ленивые пельмени, ялкау пельмень. Ялкау пельмень. Начинка вот у нас что готова. будем заворачивать, да. Фарш у нас готовится. Ну, Руслан, тебе сейчас надо помидоры дорезать, да, помидорчик? Да, дорезать. И хороши, вот зелень все, отсюда все 3. Все? Я раскатать начинаю. Задание принято. Спасибо. Продолжаем готовить. И, Спасибо. Фердинанд, расскажите, пожалуйста, вот вашу творческую карьеру. Вот закончили консерваторию? Нет, я ничего не закончил. Вы не закончили? Да, в 81 году. И мед не закончили, консерваторию не закончили? Нет. Но народный артист, вот это приятно. Нет, я консерваторию-то и закончил. Да, уже не закончивший, еще будучи студентом 3-го курса, меня взяли на работу. По тем временам это было такое нечто... Ноу-хау. Да, потому что даже штата не было. Меня приняли солистом в государственный ансамбль. Тогда еще ансамбль при филармонии имени Тукаева. Меня взяли туда на работу, в бригаду Римы Ибрагимовой. Вот тогда Казанская концерта. 10 дней они работают в Казани. Вот дворцов много, по 2-3 сеанса работают. План большой, социалистический. Заказ выполняем. Зрительский план, билетный план, пионерский план. О, концерт. Пой не хочу. И Рима меня заводит с Равлявой к директору. Марат Абдрахманович Таздин, директор, сидит, смотрит. Вот мы его хотим на казанской концерте. Как поет? Рима сказала одно слово. Прекрасно. Марат Абдрахманович говорит, как молодой. Слово поет даже. Рима прекрасно. Марат Абдрахманович, надо ведь ему какие-то деньги заплатить, какую-то ставку назначить надо. Он пишет там 4,05, это полставки, 4,50. Потом ты говоришь, прекрасно, и умножает на 2. То есть и полную ставку вам? Не то, что полная ставка, это высшая ставка. 9 рублей студенту по тем временам. Но у меня врагов-то из-за этого много было тогда. Тогда самые популярные певцы, которые получали 6,50, а я пришел на работу 9 рублей. Вот, короче, вот так я начинал работать, и у меня была очень-очень успешная карьера для начала. Мне вообще везло, я очень везущий человек. Ты дружи со мной, тебе вести. Ну вот говорите, красиво пою. Час Я готовим. не говорю красиво пою, это судить зрителям и тебе судить, например, как вот я я пою. уже Я говорю. пою, я не знаю, как я пою. Вот пойте тогда. Отлично. Браво, Рахмет. Вот так. Как в таких случаях говорят, биг бангла жерлысос. И, кстати, от слова мэн. Вы ведь председатель жюри этого замечательного конкурса «Татар Маны» называется? Я 1 год только был председателем, но я член и все сместили жюри, потом, сейчас член жюри. Да. Но это особая тема, это очень такая благородная тема, потому что мы говорим, целый год об этом заботимся, ищем талантов. Вот недавно только я приехал тоже из Москвы, из Киргизии, из Казахстана. Мы повсюду. То есть это конкурс международный получается? Да. Сейчас, секундочку. Да? Я нашим зрителям скажу, сейчас я буду обжаривать по вашему заказу нарезанную зелень. Да. Вернее, не зелень, а овощи. Овощи. Сковорода раскаленная должна быть. Масло положи туда, Руслан. Чуть-чуть. Масла очень много. Мало. Чуть-чуть, да? Опа. Еще чуть-чуть. Капните. Да. И все.
очень мало надо его. Вот татар мага находит этих молодых людей и отправляем в зеленый путь. Даете добро? Даем добро на службу. Даете зарплату 9 рублей? Нет. Теперь уже, брат. А где, в каком уголке России вот самое большое количество талантов? Есть какая-то статистика? Что с Владивостока больше всего, там, Нет, победителей? Нам дает Башкортостан. Ну, это уже, да, это уже давно, это уже статистика такая известная. Да. И очень подготовленный конкурсант из Башкортостана приходит. Сразу чувствуется, что рука педагога. Вы скажите тем, кто хотят участвовать в этом конкурсе, как удивить жюри? Вот что им надо сделать? Есть какой-то секрет? Раскройте программу «Секрет татарской кухни», а вы секрет конкурса татармена. Замечательно, я даже вижу почти вас. Да. Сквозь. Есть какая-то хитрость? Никаких, вот у вас на кухне, татарской кухне есть, наверное, секреты, но у нас на сцене секреты не бывает. Но хотя там секретов очень много должно быть. Секреты, это надо брать те произведения, которые редко исполняются. И возможно, человека либо диапазоном, либо он очень глубоким содержанием, либо эмоциональным исполнением. Мы же ищем монголарна. Монгола – это, говорят, у татар ну, у всех народов есть мунгань, естественно, но у нас свой монг. Абсолютно свой монг. У нас свое сердцебиение, у нас своя кровь, своя поэзия, и своя трактовка. Кухня самое главное. Секретная из кухни еще туда. Руслан, у меня тесто готовое. Так. Все. Теперь давай фарш подай, пожалуйста. Самый интересный момент начинается. Да, разложим. Очень аккуратно, тонким слоем. Вилкой лучше, потому что раскладывать удобнее будет. Вот давайте. Я буду в роли наблюдателя. Ну, ты уж поможешь, не поможешь. Так, давайте я тоже возьму вилочку. Давайте. Так. Потому что у нас тесто получилось большое. Давай, вот так раскладывай, аккуратненько. Только не дави, потому что вот эти жесткие, они могут тебя повредить тесто. Повредить. Вот так удобно работать с профессионалом, а? Ведь знаете, что говорите? Ну а как же? Я же пришел подготовленный и не первый раз это попробовал. Я все время, я даже это на гастроли, вот в Сибири я возили с собой в Сибирь это блюдо? В самолете кушали? Нет, ребятам готовил я его. Им очень понравилось, поэтому сегодня и вам его предлагаю. Почти уже выровняли. Так. Теперь заворачивать будем. Самое интересное начинается? Да. Рулетик? Рулетик, да. Так, прошу. Давай. Делайте это красиво. Кстати, красоте. Ведь народ не только любит вас за красивый голос, да, за татарский монг, да, но и за ваши костюмы, которые, я не знаю, знают ли наши зрители, но вы ведь самый дизайнер и сам, я как понимаю, шьете их. Зрители Откуда такой талант? В медицинском институте, что ли, получили? Нет, Руслан, вообще-то я на эту тему говорить не люблю, потому что 34 года я на эту тему рассказываю. Но как, в двух словах буквально для нас. Как один из моих любимых ведущих, ты на нашем ТНВ, я по секрету только тебе расскажу. Я за свои 34 года творческих жизней лет, скажем, я больше около 60 костюмов своими руками делаю. 60? Да, у меня очень много. Они устаревают, морально устаревают, жалко. Ну, их я очень Мне кажется, много вам надо либо музей открыть, либо какой-то организовать, не знаю, показ, например. Ну, в музеях есть они. У меня на родине в музее висят мои костюмы. Они попросили. Ну, это продолжение моего творчества. Это тоже ищешь, находишь. Я знаю свои недостатки, я знаю свои преимущества, какое место мне надо показывать, какое мне нельзя показывать. То все это свои недостатки закрываю, показываю себя в таком красивом виде. Откуда что можно украсть, все ворую. Идеи, естественно. От женского, от мужского комбинирую, это получается. Но я всегда применяю материалы очень дешевые. У меня даже есть костюм, который там стоимостью 500 рублей, 600 рублей. Так получается. Потому что дорогих материалов особо не применяю. А если заказать... Ну, есть, конечно, у меня дорогие костюмы, которые я покупал. А так с костюмами у меня проблем нет. Я в этом отношении избалованный. И вниманием зрителей все говорят, вот, элегантно, вот такой-то, всякой-то. Спасибо им за это, что они отмечают это, видят. Давайте вы, конечно, красиво говорите, да, мне уже даже захотелось, чтобы вы мне костюм сделали. Но как это ошисекеля, режьте уже, давайте. Да, давайте вот так. Фердинанд, покажите, как это. Вот сейчас начинаем. Вот это самый крайний. Вот мы их закрываем. Вот они розочками так будут у нас. Вот сейчас мы их вот так будем. Вот он самый интересный процесс-то пошел. Но я скажу, что это
произведение искусства. Да, это ведь должно. То есть нижняя часть, посмотрите, пожалуйста, она закрытая. Да, закрытая. И если смотреть сверху, получается розочка. Да. То есть, можно сказать, мотором. Поздравляю с днем рождения, приятного аппетита. Единственный цветок, который можно съесть, да? Не знаю, Рука дизайнера сразу, мотором видать. как воспримет это еще вопрос. Но если женщина любит, тогда примет. А если женщина еще любит покушать, Да, тогда этого вдвойне будет. Если тебя любит, вот так прикроем. Так, ну я одно скажу, мы, конечно, ялкау пельмени несколько раз здесь готовили, но в такой интерпретации впервые. Ну, еще раз говорю, видна рука дизайнера, отлично. У меня все готово, Руслан. Так, совсем немного остается до того, как мы попробуем наши До пельмешки. финала остается уже совсем скоро. Так. скоро. Давай туда томатную Овощи пасту. прожарились, Да, томатную да, пасту. Томатную пасту. Сейчас я тебе скажу, сколько положить. Положи. Берем. Еще одну. Икеу. Хватит. Чуть-чуть. Все, хватит. Да. Перемешай. Теперь вот воды добавляй. Печеной. Добавляем кипяченую воду. Печеную воду. Ну, она скипит все равно, вода. Да. Перемешай. Давай вот сейчас положим. Бисмилляхи, вот так. Так. Осторожненько. Вилку возьми, пожалуйста, чтобы ты... Вилочку. Да, направить. Секундочку. Да. Вот так мы их утопаем. Сейчас. Пока они не совсем... Вот так. Сколько готовятся пельмешки здесь по времени? Ну, фарш, мясо, это очень быстро. То есть минут 10-15? Да, не более. Да, все? Вот они у нас так должны быть. Чуть-чуть зелень туда добавим? Так, давайте. Вот так, сверху. Ну, нам можно эта зелень и еще нужно побольше. будет. Да. Так. Ну, не знаю, вкусно нет, но красиво очень. Да? Самый главный вид же. То есть можно даже не пробовать. Любую конфетку какой в рот не возьмешь, а обертка-то какая бывает? Закрываем И ждем. 10-15 минут, а Да. затем и споем, и поедим аллабиса. Да. Ленивые пельмени по-салаховски. Из одного яйца, воды и муки замесили крутое тесто, такое же, как и для обычных пельменей. Тесто раскатали в тонкую лепешку, говяжий фарш смешали с нашинкованным репчатым луком, мелко нарезанными болгарским перцем и помидорами, приправили специями и хорошенько перемешали. Приготовленную начинку выложили на тесто ровным слоем, свернули рулетом и разрезали на кусочки толщиной в 5 сантиметров. В сковороде на растительном масле обжарили лук, болгарский перец, помидор. Затем добавили томатную пасту, воду и довели до кипения. В кипящий бульон поместили приготовленные рулетики и варили на медленном огне 10-15 минут. Дорогие друзья, если вы не успели записать рецепт нашего блюда, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте вместе с нами и делитесь своими кулинарными рецептами. Как сегодня поделился с нами замечательным рецептом Фердинанд Саляков, и мы сейчас будем пробовать это. Давай, Руслан, попробуем. Что мы сегодня сделали? Да, бисмилля. Большой красивый пельмень. Да, бисмилля айтып, ашап қара. Тут на всякий случай и ложка, и вилка, у нас как все культурно. Да. Ну, Так. тут уж Да, бисмилля попробуем. Да, рахман, вот сейчас. так. Ну, естественно, тут ножом надо орудовать и вилками. Мы же попробуем вот так. Сварились? Вы говорите, я буду есть. Но я говорить ничего не буду. Как ни странно, получилось очень вкусно. Тебе нравится? Бесподобно, изумительно, восхитительно. Ты потерял до речи и программу закрыть сможешь сейчас, нет? Что могу сказать? Да. На такой стол даже и родственников пригласить не грех, и друзей. Нет, я поэтому, как любимого ведущего, я специально сделал это. Я ни с кем не делюсь, вот только с тобой. Только для меня. И только с нашими зрителями. Мин рахмет. У нас есть для вас подарок от нашего партнера Кукмарского завода металлопосуды. Вот такая вот сковородочка. Торговая марка Кукмара представляет посуду линии «Традиция светлая». Это толстостенная, яркая, стильная и очень качественная посуда. Стойкое антипригарное покрытие на водной основе поможет вашему блюду приготовиться по всем правилам. Фердинанд, еще раз вам большое спасибо, Бигзор Ахмед. Ну и напоследок я прошу для наших зрителей красивую песню. Но не без этого, естественно, если раз певца пригласили. Тем более насытый желудок уже. Да. Яшілігім, юләрлігім, ақылым беріп алыр едім, бірігіне юләрлігім, ақылым беріп алыр едім, бірігіне юләрлігім. Яшылы бірлер шәшәк екен, қадірін біліңіз
Народный артист Татарстана Фердинанд Саляков сегодня готовил для вас, друзья. Ну и, конечно же, для меня. Смотрите нас каждую неделю. Сау болыңыз, Дуслан. Спасибо. Рахмет. Зор үстегіз, әрқайсыңызға тәмлі ризықлар насып етсін. Не пропустите в следующей программе. У нас в гостях известный диджей и ведущий 15-го юбилейного фестиваля «Татаржера 2014». Секреты татарской кухни. По воскресеньям в 12:30, повтор во вторник в 13 и в субботу в 9 утра. Мы готовим на кухнях Белоруссии. Высокое качество и современный дизайн при доступной цене.